Чей-то сын, чей-то брат, чей-то дядя. Русь моя, вспомни их имена. Русь моя, я не выдержу взглядов. Маки глядят на меня. Нет, не маки, а капельки крови. Нет, не маки, а раны солдат. Нет, не маки, а звезды героев неизвестных глядят и глядят. Владимир Тюлькин. Здравствуйте. В одном из выпусков нашей программы в авторской рубрике «Есть и было» журналиста Сергея Сорокина принимал участие Алексей Филиппович Бабков, который утверждал, что в начале 50-х годов в лагере, располагавшемся рядом с поселком Осинцы под Пермью, видел американских военнопленных. Эта история заинтересовала членов совместной российско-американской комиссии по розыску пропавших без вести. Один из представителей этой комиссии, Джеймс Коннелл, посетил Сыктывкар. Наша съемочная группа встретилась с ним и с Алексеем Бабковым. Но прежде чем вы услышите их ответы на вопросы нашей программы, хотелось бы заострить ваше внимание на важном, на мой взгляд, моменте. Та активность, с которой американцы ищут пропавших без вести военных Соединенных Штатов Америки, вызывает у наших сограждан неоднозначное отношение. От восхищения до безразличия и даже раздражения. Поэтому я попросила прокомментировать эту ситуацию председателя правления Сыктывкарского общества «Мемориал», председателя правления фонда покаяния Михаила Борисовича Рогачева, у которого за спиной огромный опыт поиска пропавших без вести людей, репрессированных по политическим статьям. Итак, обо всем этом подробнее в рубрике «Что человеку надо?». Джеймс Коннелл, выпускник военно-морского училища Аннаполиса, профессор Валдорфского университета штата Джорджия. Сейчас он является представителем совместной российско-американской комиссии по розыску военнопленных и пропавших без вести. Члены этой комиссии выполняют задачи благородного гуманитарного характера, для решения которых в 1992 году и была создана эта комиссия под эгидой президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки. В поисках информации о пропавших без вести американских военных Джеймс Коннелл побывал во всех столицах ГУЛАГа – Магадане, Караганде, Джасказгане, Тайшете, Печоре, Воркуте. В Сыктывкар он приезжает уже 4-й раз. Мне бы хотелось, чтобы вы рассказали о цели своего приезда в столицу Республики Коми. Ну, уже 8 лет я работаю совместно в Российско-американской комиссии по военным пропавшим без вести. А эта комиссия была создана в 1992 году президентом Бушем Америки и президентом Ельциным в Российской Федерации. А мы работаем вообще по 4 областям в работе. Это холодная война, то есть 38 американских самолетов, которые будут сбиты во время холодной войны, Великая Отечественная война или Вторая мировая война, как мы называем, и война в Корее и война в Вьетнаме. И у нас задача очень, можно сказать, просто. Это уточнить, есть или были американцы военные пленные или военные на территории бывшего Советского Союза, а если были и есть останки, найти останки и возвратить домой. А если был живой человек, конечно, хорошо было бы уточнить, что он здесь. И, конечно, спрашивать, вы хотите домой? За несколько вот этих дней вам что-то удалось здесь сделать, выполнить вашу программу? Да, я думаю, что была очень успешная поездка, потому что у меня было поручение поискать документ в архиве, в Государственном архиве в Республике Коми. Мы провели интервью
свидетелем, который вроде бы есть информация о том, что, может быть, он видел в 1954 году в Перми американских военных. Мне бы хотелось, чтобы вы поподробнее рассказали о встрече со свидетелем, то есть Алексеем Филипповичем Бабковым. Да, он, первый раз есть организация в Москве, которая работает больше всего с вопросом Раула Валенберга. Но в течение интервью с Бабко 2 года тому назад было известно, что он сидел в Перми, и он вроде бы был, он считает, что, может быть, он был с Раулом Валенбергом, а тоже он считает, что он сталкивались там с американскими военными, или по его мнению, военными, когда он сидел там в Перми. И я просто хотел уточнить именно более подробную информацию по поводу этой темы. И у вас есть такая уверенность, что это именно так оно и было, так как рассказывал Алексей Филиппович Бабков? Вы ему верите? Я ему верю, но, конечно, это 54-й год, это уже 46 лет, и, конечно, память изменяет человека. И, к сожалению, у нас уже было очень много мистификации по этому вопросу, где вроде бы, например, в Печоре, даже в Коми, там в Черновцах на Украине, в Якутии, где вроде бы был какой-то американский военный пленник, который был привезен из Кореи на территорию бывшего Советского Союза, и получилась совсем мистификация. Я не считаю, что Бабко, он создает какую-то мистификацию. Это возможно, что он прав, возможно, он не прав. Но самое важное, это очень трудно, конечно, доказать именно это. Потому что он говорит, что, конечно, были американцы бодрые, молодые, хорошие солдаты, может быть, летчики. Я слышал, он говорит, он немножко знает английский, то он говорит, что я слышал, как они говорили по-английски. Но, конечно, очень трудно уточнить, потому что нет фамилии. А мы все знаем, что картотеки, например, в тюрьмах и лагерях, или ГИЦ, главный центральный информационный центр, это МВД, они все по алфавитному порядку. И без фамилии, конечно, очень трудно найти правду. Сыктывкарский дом-интернат для престарелых и инвалидов стал домом для Алексея Филипповича Бабкова. Здесь, в помещении читального зала, мы записали его рассказ на видеопленку. Алексей Филиппович, расскажите, пожалуйста, когда, где и при каких обстоятельствах вы видели американских военнопленных? В 1952 году меня, в общем, судили, дали статью 136 и 58-10. Значит, наполовину уголовная, наполовину политическая. И был отправлен в город Пермь, тогда был Молотов, поселок Осенцы. Зона была разделенная на 2 половины. В одной половине находились чисто уголовники. Значит, а во второй половине, там не половина, примерно 1/3, как бы всего было 5 бараков. Большие бараки, по 200 человек в каждом бараке. Так вот, в той малой половине и находились, не назвать их пленными, это были интернированные. Со всего почти мира, даже были негры. Негра визуально можно отличить, конечно. Охранялись они невооруженной охраной, то есть со стороны периметра, там, конечно, стояли охранники, но без оружия. Но там без оружия и оружие не надо применять, потому что локальные зоны были очень изолированные между собой. Вот. Иногда имели с ними контакты, каким путем? Перебрасывались там бумажками, писками, они там, так как у них было более близки к внешнему миру, им приходила помощь со стороны Красного Креста. Иногда помогали там сигаретами, еще чем-то.
Простите, на каком языке записки вы писали? Мы писали на русском, но там же были люди, которые хорошо владели русским языком, как Валенберг, например. А они вам тоже отвечали на русском языке? Ну, видите, сначала ведь я не участвовал в этих перебросках, там были более, как говорят, авторитетные люди. Мы тут только прибыли. А вот в начале 53-го года, где-то в феврале, наверное, так как у меня был самый малый срок по тем временам, это было 10 лет, дали конвоира, правда без оружия, и я обслуживал зону по уборке. Ну, в общем, машина такая с бочкой была. И заезжал на ту территорию и на свою территорию. Значит, по территории я ездил, а за территорией, ну, с внешней стороны, там уже другой бандит. Вот таким путем, значит, мне однажды, не один раз, пришлось быть в их зоне. А вы слышали, на каком языке они говорили? Так как я немножко знаком был с английским, ну, как знаком, просто изучал в школе, вот, и можно было различить. Большинство было английский язык. Большинство. Форма на них была пошита не как у обычных заключенных, а такого серого цвета в полоску, и у каждого был номер. А их выводили на работу куда-то? На работу их возили, но не всех. Часть возили на завод имени Сталина, сейчас на завод Калинина. Но там были отобраны специалисты с авиационным уклоном. Потому что завод выпускал авиадвигатели для военных самолетов. Ну вот приходили машины типа воронка. Утром развод, их сажали в машину, увозят. Вечером привозили. Впоследствии я узнал, что это спустя, может быть, 5-7, будучи на свободе, там были знакомые. Вот их привозили в этот цех. Мало того, что заводская охрана имела свою охраняемую территорию, то еще была цеховая охрана. То есть, прежде чем попасть на завод, надо было иметь территориальный пропуск и цеховой. Так вот, они по тем сведениям работали вот именно на испытаниях этих турбин в испытательном цехе. Охрана там никакой не требовалась, тут они себя чувствовали свободно. И когда вы их последний раз видели, в каком году? Последний раз я их видел в 1954 году. В начале 1954 года. В конце 1953 года. Значит, где-то 5 марта или 7 марта, я уже не помню, 1953 года в лагере возник бунт, довольно крупный. Охрана применила оружие, и было расстреляно человек 40 с нашей стороны. Ну, они нас как вроде поддерживали символически, там кричали, различные флаги там выбрасывали, что это нельзя так делать, и прочее. Какие флаги? Ну, флаги на свои, национальные. Например, какие? Ну, например, и звездно-полосатый флаг, и английский с этим крестом, значит, там, видимо, каждая группа имела свои символы. Вот они с этим старались нам помочь как-то в это время, когда шла стрельба, потом, когда после стрельбы целую неделю ни один солдат, ни один администратор не заходил в зону, как власть была взята в руки заключенных. Трупы лежали буквально возле клуба, сделали там гробы, своя мастерская была. Выбрасывали флаги, кровью влитые в крышу, чтобы привлечь внимание со стороны наемных. Ну а какие там наемные? Большая зона, и вокруг нее жили люди, их работники. Вот после этого, значит, частично нашу зону тоже разогнали, часть осталась, в том числе и я остался. Как понять, разогнали? Ну, разбили по всем, зачистчиков там посуда дали, значит, кто сочувствовал, там, может быть, сотни людей, лагерь был большой, около 3000 человек. Остался я там, значит. У них, вот у наших соседей, тоже усиленные меры приняли, поставили вышки, охрану, между зонами прострелили
простреливаемый участок сделали. Уже доступ к ним был почти невозможен. Вот мне все-таки интересно, значит, в марте 53-го произошел этот бунт заключенных, и затем интернированные американцы А куда затем они... их стали увозить потихоньку. И куда, если... Вы знали? Я знал, узнал вернее после. Ведь в эвакуации по коме территории участвовал мой брат старший. Он был охранником? Охранником. Так вот, значит, частично, а кто именно, я не могу утверждать, но были доставлены в Котлас. Котласа, значит, водным путем до Ваглазгина. С Ваглазгина их поднимали, это было в ноябре месяце, поднимали верховья Тархамы. Вот, память у меня пока есть, я хорошо помню, потому что так надо было. Так вот, это было уже на конец октября, начало ноября. Их привезли около сотни человек, положили на баржу. А уточните, их это кого? Вот этих интернированных, но уже получили охраной. И задача, видимо, была их поднять до Тимана, до Тиманского кряжа. В то время там велись интенсивные разрывочные работы. А так как там зоны было открывать невозможно, да и это дорого, накладно, вот привозили их. Они не являлись арестованными, но не являлись вольнонаемными. А судьба тех, кто поработал на заводе Сталина, или Калинина сейчас называется, могла быть такова. На протяжении, может быть, года-полтора, пока они там работали. Доказали, что они специалисты. Их оставили там, это практиковалось. Сделали помещение на заводе. Завод большая территория там. Они проживали там. Без выхода за территорию завода. И работали по своей, потому что особенно американские летчики, они большие специалисты. А мы тогда только осваивали эти вот турбины, новейшие самолеты. И не исключена возможность, что потом смена фамилий, то есть просто сломали. А ломать они умели в те времена. Кто-то, может, и не сдался, таких вот как раз отправили сюда на Тиман, которые погибли в пути. А Как вы сказали, они погибли в пути? Конечно. Они были погружены на баржу, маленький буксирчик их тянул в верховья под охраной. И где-то в районе Тархамы или Малой Кедовы, по-моему, если мне память не отшибает, река замерзла. Все, а они-то одеты были то во что, в летнюю форму. До ближайшего поселка, между прочим, 100 километров. Так вот, они пока выходили с этой Кедовы, устья Кедовы и Абами, пока выходили, они почти все погибли. И сколько их человек было? Ну, где-то около сотни, судя по словам брата, около сотни их было. Да, охраны человек 15, наверное. Может, кто и вышел, не знаю. Искренне говоря, пока у нас нет доказательства о том, что были перевезены из Кореи или из Вьетнама американские военные пленники, несмотря на что очень влиятельные, очень, можно сказать, интеллигентные люди в Америке убеждены в том, что это случилось. Вам материальную помощь оказывает государство, правительство, или же это делается на пожертвования родственников людей, которые хотят найти своих без вести пропавших? Нет, это государственные финансы, это Министерство обороны. Поэтому наше финансирование очень хорошее, потому что, конечно, наше Министерство обороны есть хорошие финансы вообще. Поэтому это совсем не проблема. Если нам надо куда-то поехать, что-то делать, ну, говоря это, мы вообще не покупаем информацию.
Это гуманитарное дело, мы считаем это благородное дело, но мы не покупаем информацию. Конечно, мы можем расходы возместить, но вообще мы никогда не говорим. Но я бы сказал, что если уточнили, что, например, в Коми, как подсказывает господин Бабко, что здесь жив какой-то американский, скорее, конечно, он такой человек был бы, я бы сказал, большим героем, и у него не будет проблем, я бы сказал. Материальных частностей. Материальных, да. Один из аспектов нашей работы, который всегда, я не бы сказал, шокирует, но, по крайней мере, очень производит большое впечатление на русский. Например, я нахожусь в Магадане, может быть, в Сусумане, 500 километров на севере, и русские говорят, ну, разве вы здесь ищете одного человека? А мы говорим, да, мы ищем одного человека, потому что, ну, вообще наши, ну, во-первых, у нас есть ресурсы это делать, конечно, потому что Америка сравнительно богатая страна, и мы можем истратить больше денег, чем, например, Российская Федерация на данном этапе вещей. Но мы говорим, что, ну, вообще есть контракт между военнослужащим в Америке. И этот контракт говорит о том, что если он пропадет без вести, что мы делаем все возможное, чтобы его найти и репатрировать. А если он погибает, мы делаем все возможное, чтобы найти останки. А если семья хочет, останки будут за счет государства возвращены домой. На родину. На родину. Ну, на кладбище или частное, или военное кладбище, ну, где угодно. Вот в этом вопросе я лично могу вам только позавидовать, потому что, насколько вам известно, у нас еще со времени Второй мировой войны до сих пор находят останки людей на полях сражений, и они неизвестны, и этим занимаются только добровольцы, энтузиасты. Я, насколько знаю, у нас, к сожалению, нет такой правительственной программы. Но есть правительственная программа, но, конечно, это не такая большая, как, например, в российской стороне нашей комиссии. Это комиссия по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести при президенте Российской Федерации. И возглавляет это генерал-майор Владимир Антонович Золотарев. Есть там отдел маленький, вроде бы, маленький отдел по военнопленным интернированным. К сожалению, им надо сейчас заниматься больше всего в Чечне. Мы тоже стараемся им помочь по этой работе. Например, мы предоставили техническую помощь, а также специалистов в лаборатории Владимира Владимировича Бакова там в Ростове-на-Дону, потому что у него, конечно, это страшная задача идентифицировать трупов из Чечни, даже 95-го года, не говоря о тех, кто сейчас погибают. И мы сделаем все, мы можем, чтобы ему помочь. Оборудование, например, по ДНК, реагенты и разные вещи, связанные с этой работой. Щербаков был у нас на Гавайи, где находится наша лаборатория по идентификации. Мы тоже туда отправили специалистов из нашей лаборатории по ДНК в штате Мэриленд. И, это, конечно, скромные, но, тем не менее, мы считаем, что это важно. И хочу просто возвратиться до того, что я считаю, что это представляет для русских хороший пример. И интересно, что иногда мне даже надо защищать немножко русских, говорят, что, конечно, у них нет таких усилий, как у нас, но у них нет средств. Может быть, дай Бог, что в будущем будет такие средства. Но это тоже представляет очень хорошим примером. И все говорят, что, это молодец, это очень хорошо. Но дай Бог, что у нас будет так в будущем когда-нибудь. Из бесед с Джеймсом Коннеллом мне стало ясно, что Соединенные Штаты Америки активно ведут поиск своих граждан, пропавших во время Второй мировой войны и во время так называемой «холодной войны». Причем финансирование этих поисков идет на государственном уровне. Хотелось бы знать, что делается с российской стороны по поиску пропавших без вести солдат во время
Великой Отечественной войны. С этим вопросом я обратилась к председателю правления Фонда покаяния Михаилу Борисовичу Рогачеву. Наверное, информация о российско-американской комиссии у многих вызовет раздражение, потому что американцы действительно ищут каждого пропавшего без вести в годы военных конфликтов по всему миру. И, в общем-то, это естественно, кстати говоря, для большинства цивилизованных государств. А раздражение это вызовет потому, что мы как раз Россия, которая понесла огромнейшие потери и в Первой, и во Второй мировой войне, относительно мало делает для того, чтобы восстановить справедливость и добрую память о людях, которые пропали без вести. Да, конечно, я не скажу, что ничего не делается, но насколько мне известно. Вот та же комиссия работает, но она ведь ищет советских граждан, пропавших за рубежом, во Франции, Германии, Бельгии. Нужное дело, безусловно, нужное, но ведь это далеко не все. А что у нас в России делается с поиском пропавших в годы Второй мировой войны на нашей территории, с поиском захоронений, мест захоронений наших солдат, которые убиты под Сталинградом, под Мясным Бором, под Смоленском, под Ржевом, везде, где шли бои. Ведь война не окончена, пока не похоронен последний солдат. Прошло 55 лет, вот мы отметили очередную круглую дату победы, а ведь до сих пор, да мы не знаем сколько, сотни тысяч солдат не захоронены. Ведь, в общем-то, государству мало что делать, чтобы восстановить вот справедливость в отношении их. Работают, я знаю, поисковые отряды, молодые ребята на свой страх и риск идут за свои деньги, в основном государство им мало помогает, военкоматы помогают, армия. Идут вот в места боев, тратят свой отпуск, свои деньги, ищут останки наших солдат, хоронят их. Но ведь это добровольцы. Добрая им память и большое спасибо, но это добровольцы. Добровольцы, которые всего сделать, конечно же, не могут. А где же государство? Государство с интересом смотрит, чем завершится добровольческая работа, и, слава богу, хоть не вредит. А помогать почти не помогает. Вот у нас в республике, как и, в общем-то, в других областях и республиках России, издана книга памяти. Святое дело. И, в общем-то, низкий поклон людям, которые сделали эту работу с помощью государства, кстати, собрали эти данные. Действительно, это подвиг, то, что они сделали, без всякого преувеличения. Но ведь не укором будет сказано, это не их вина, ведь этой книги тоже не полной. Просто невозможно сегодня найти сведения о всех наших солдатах, погибших во Второй мировой войне. Это же факт. Мы вот ищем своих солдат, пропавших в Афганистане, пропавших в Чечне. Святое дело. Ну а где же память о наших отцах, о дедах? Я уж не говорю о Первой мировой войне. Вроде, ну что говорить, вот такое 100 лет почти прошло, такое далекое от нас событие. Всего 2 поколения отделяет солдат Первой мировой войны вот, от моих ровесников. Всего 2 поколения. А что мы знаем о них вообще? А ведь это тоже миллионы россиян, погибших в боях. Смотрите, все государства заботятся о кладбищах своих солдат на чужой территории. А мы? Миллионы советских солдат пали, освобождая Европу. А государство даже не финансирует содержание этих кладбищ в Венгрии, в Польше, в Германии, везде, где пали советские солдаты. Но разве это дело? Потому и раздражение вызывает. И вообще хорошо бы, чтобы если это раздражение перешло бы у нас, у всех в покаяние, может быть. Ну, не в покаяние, это громко сказано, в стыдливость. Потому что ведь уважение к предкам – это тот моральный стержень, на котором держится общество. Без этого нельзя. У нас этот стержень, к сожалению, поколеблен. И если мы не начнем вот с этого, вряд ли мы сможем выжить как нация, как общность, а просто как нормальные люди.